Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, дорогие друзья. Месяц Рамазан – благостный месяц. Еще вроде вчера только начался, мы уже подошли к его концу, и он уже закончился. Месяц Рамазан – очень благостный месяц. И пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, в одном из хадисов говорит: «Поистине будет в горести и в печали тот народ, который, зная благости месяца Рамазан, усердно постился, молился в месяц Рамазан, старался, но как только месяц Рамазан закончился, он забыл и про свои посты, и про намазы, и про другие благие деяния и поклонения». Поистине ученые говорят, как можно узнать, принят пост месяца Рамазан или нет. И есть такой небольшой критерий, признак того, что мы были на правильном пути, и наши благие деяния были от самого сердца, искренние, и Аллах Та'аля принял их. Если человек после месяца Рамазан, после благих дел в месяц Рамазан, он не оставит свое общение, искреннее общение со Всевышним и продолжит поститься также и дополнительные посты, и продолжит молиться также дополнительными молитвами, ночными молитвами, и также будет усерден в поклонении, то это признак того, что человек правильно выполнял все постулаты нашей религии и в правильном направлении он обращался со своими молитвами, и, иншаллах, Аллах Та'аля пусть примет его благие деяния. В одном из хадисов пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, передается от Ибн Умара, пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, как раз говорит, что если человек после окончания месяца Рамазан будет поститься еще дополнительно в месяц Шавваль, дополнительным постом, то Аллах Та'аля, иншаллах, простит его предыдущие грехи. И в другом хадисе также говорится, если человек постился месяц Рамазан искренне, от всего сердца, доводя до совершенства свой пост, свои молитвы, и потом после окончания месяца Рамазан в месяц Шавваль продержал пост еще 6 дней, то Аллах Та'аля даст вознаграждение, как будто этот человек держал пост целый год, то есть каждый день этого года. Не упускайте эту возможность. Это уникальная возможность приблизиться к довольству Всевышнего Аллаха Та'аля. Таким образом мы можем показать свое отношение ко Всевышнему. В Кудси хадисе говорится, Аллах Та'аля как раз нам в назидание, скажем так, как в виде совета тоже говорит: «Инна инда занни абди би». Поистине я буду по отношению к вам таким, какие вы по отношению ко мне, Всевышний говорит. Я буду таким, какие вы ко мне. Если мы внимательные ко Всевышнему, если мы искренние в молитвах, то Аллах Та'аля тоже внимателен по отношению к нашим просьбам и к нашим молитвам. Если мы хотим, чтобы Всевышний Аллах Та'аля был внимательный по отношению к нам, то мы тоже должны быть внимательными и усердными в поклонении, которое приближает к его удовольствию. В одном из хадисов пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, Аише советует: не переставайте стучаться в двери милости и в двери рая. Когда Аиша, рады Аллаху анха, спросила: а как же я могу стучаться в двери милости и в двери рая? На что пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, говорит: многочисленным постом и многочисленными восхвалениями, упоминаниями Всевышнего Аллаха Та'аля, а также многочисленными суджуд, то есть поклонением, земным поклоном. И каждое из названных дел — это то дело, которое приближает нас к милости Творца, к Его милосердию, к милости. Пусть Аллах Та'аля удостоит каждого из нас чести быть из числа тех, кто
бесперестанно стучится в двери милости Творца, в двери рая, и, иншаллах, эта дверь откроется. Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.